Стало известно, что визит Евросоюза в Восточный Туркестан на уровне посольств не состоится из-за отказа Пекина выполнить условия европейских дипломатов. Евросоюз обеспокоен тем, что Китай, проводящий геноцид и репрессии в отношении уйгуров и других тюрков, будет использовать этот визит в качестве пропаганды. В марте Пекин пригласил европейских представителей посетить Поднебесную, однако Евросоюз отказался от приглашения, ссылаясь на то, что такая поездка требует основательной подготовки. 11 ноября в Мировом валютном фонде прошло собрание, в котором было объявлено, что субсидирование так называемых китайских школ профессиональной подготовки будет прекращено. Ранее было выявлено, что Мировой валютный фонд безвозмездно выделил Китаю $50 миллионов, которые пошли на строительство лагерей, развитие уйгурского медицинского центра в Хатани, центра сельскохозяйственной техники и других предприятий. Представительство Китая в Гонконге призвало руководство особого административного округа применить более жестокие меры для подавления демонстрантов. По сообщениям South China Morning Post, китайское представительство заявило, что администрация и полиция Гонконга должны принять все необходимые меры для наведения порядка. Ранее Си Цзиньпин заявлял, что поддерживает администрацию Гонконга, стремящуюся остановить насилие. В Китае участились случаи заражения чумой, известной как самая смертельная болезнь в истории человечества, унесшая жизнь более 60% населения Европы. Китайские представители сообщили, что у 2 граждан был диагностирован самый опасный вид легочной чумы, к которому также относится септическая чума, заражение крови и бубонная чума, которая поражает лимфатические узлы. Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что китайские власти прилагают большие усилия для того, чтобы держать болезнь под контролем, но тем, кто собирается в Китай, следует быть осторожными. Международный уголовный суд одобрил расследование преступлений против араканских мусульман. В заявлении указывается, что главному прокурору Международного уголовного суда было разрешено начать расследование по делу депортации араканских мусульман в Бангладеш. Несмотря на то, что Мьянма не является членом Международного уголовного суда, судебные органы могут исполнить свои полномочия в отношении Бангладеша, который является соучастником рассматриваемых преступлений. Северная Корея сообщила, что США предложили возобновить ядерные переговоры в декабре. По сообщениям Государственного информационного агентства КНДР, официальный представитель Пхеньяна на ядерных переговорах Ким Мён Гил заявил, что специальный представитель США в Северной Корее Стивен Бьоган предложил возобновить переговоры. Ким подчеркнул, что возобновление процесса зависит от позиции Вашингтона.